Мы продолжаем наш званый ужин в гараже. И сейчас мы находимся около одного из самых старейших и любимых магазинов нашего города «Чайка», который расположен по проспекту Ленина. Добрый день, Любовь Михайловна, наша замечательная Любовь Михайловна, даже пешком. И сейчас мы с вами идем в наш магазин «Чайка» и будем набирать продукты. И начинается наш поход по лабиринтам этого прекрасного магазина, всеми любимого, кстати. Какие продукты вам нужны для вашего званого ужина? Ну, для салата мне нужна пекинская капуста, Так. гранат, авокадо О, какие экзотические пошли фрукты. Ой. и оливковое масло. Что? Можно и растить. Я обычно вот такое вот беру масло. Мне тоже нравится хорошее масло. Так, берем масло. Это хороший выбор. Это для салата. Потом для второго мне нужен будет вот красный перчик один. Сразу можно взять, да? Берите. Все, что нужно вам для вашего званого ужина, мы берем в нашем магазине «Чайка». Богатый выбор и молочных продуктов, и овощей, и фруктов, и всевозможных специй, Да. и мясных изделий. В общем, глаза разбегаются. Спасибо, что напомнили. Карри надо взять, сейчас посмотрю. Так, вам говорит пекинка. Берем пекинку. Вот для четверых, наверное, достаточно будет прийти? Конечно, хватит, конечно. Так, карри выложим сюда. Так, дальше. Это салат. Значит, майонез нужен, не нужен? Майонез не нужен, мы масло уже взяли. Всё, Майонез нужен будет для второго. Я беру обычно вот такой. Вы берете вот такой ряба. Да. Сметану. Да. Давайте. Такой приятный, вкусный. Обычно. Как хорошо, когда приходишь в магазин, и есть уже, что нам положено. Да, уже знаем конкретно, что надо. Да? Ну, вот Возьмем есть. костромской. Давайте костромской возьмем. Тоже неплохой салат. Берите вот это, мне кажется, это лучше. Это побольше. Да, конечно, конечно. Спасибо. Любовь Михайловна, не забывайте, что у вас двое мужчин. Так, все, замечательно. Еще мне нужен будет для творожной запеканки 2 пачки творога. Посмотрим. Чею. 4 хватит. Вы же еще туда добавите наверняка яйца. Массу увеличится. Яйца, манка, Хорошо. мука. Так, и еще нужны будут персики консервированные, одну баночку. Так, давайте искать персики. А вот эти стеклянные тари, они уже видны. Так, Там пополам тогда берите разрезки. то, что видно, да? Да, то, что давайте видно, вот там это возьмем. неизвестно еще. Понятно. Хорошо. Спасибо. Так. Убираем баклажан. Они все взвешенные, да? Да, уже? взвешенные и с ценником. Да. Вот эти вот 4. Так, мы берем пломбир. Да. Самый хороший. Стандарт. Спасибо. В этом магазине очень безупречно работают продавцы и кассиры, что хотелось бы отметить. Наверное, поэтому горожане любят этот магазин. Теперь Отправиться домой. Домой. И будем ждать гостей. Будем ждать гостей. До встречи. Я думаю, сейчас нашим канадцам будет очень интересно узнать, какое меню вы приготовили. Итак, вам слово. Что вы приготовили для гостей на званый ужин? Ну, наметила приготовить. Что получится, посмотрим. Салат экспромт называется. О, какое красивое название. Потому что я музыкант. Вот, салат экспромт. Ингредиенты такие. Пекинская капуста, авокадо, лимон, гранат, очищенный уже в зернах. Ну и заправка. Да, заправка масла растительное. Давайте будем готовить наш салат экспромт с таким красивым названием. Что для этого нужно сделать? Вот пекинскую капусту Надо я её обычно измельчить. пополам режу, да. Долбишь таким вот ножом, прям одно удовольствие. В принципе, можно и не очень мелко, можно и покрупнее. Оно потому что я сейчас сразу лимонным соком залью. Сначала посолю. А для чего лимонным соком?
Туда сок? Да, это для сочности. И для вкуса тоже. Для вкуса. Лимонный сок, он очень даже придает кислинку, Да. потому что она сама по себе. Да, вот я знаю, что вы в городе у нас достаточно известный человек, уважаемый человек, потому что вы занимаетесь творчеством, вы дарите людям любовь через музыку. Ну, а я буду давить сок лимона. Замечательно. Хватит этого выпивка? Да, пожалуй, достаточно. Так, залить? Спасибо. Нет, пока. Пока нет. Пока посолим сначала. Хорошо. Пока. Вот, Михаил, а как вот вы пришли к музыке? Ой, это очень интересная история. Спасибо, что спросили. В детстве у меня папочка играл на гармошке. Правда? И еще гармония у него была очень интересная, хромка. Да. А я еще никак в детстве не могла понять, что такое хромка. Думаю, из хрома, что ли, сделано. А оказывается, потом уже поняла, гармония была самодельная, очень эксклюзивная, так скажем. Где-то он взял, это кустарная работа. Оказывается, хромка – это не то, что из хрома сделано, а движение по хроматизму. А это вот движение по хроматизму по полутонам. Вот, поэтому хромка потом я как поняла. Немножечко солим. Да, и поменьше. Потому что соль, авокадо тоже порезать слегка. Значит, вот я эту достаю, чищу. Сейчас вы мне поможете Давайте, тоже. давайте. Так, авокадо как раз вот будем окунать в лимон, чтобы оно не почернело. Очень ценный продукт. А вот потом, как вы пошли к музыке-то? Что вы заканчивали? Где вы учились? Где вы Ну учились? вот, папа с мамой услышали, что я играю, и папа говорит, надо Любке баян купить. Этот баян несу на урок. А, вы по классу баяна, да? В этом, да, по классу баяна же, конечно. Кто у вас были первые преподаватели? Ой, у меня преподаватель был Артемчук, фамилия Ух такая. ты. Ага. Очень интересный человек тоже. Но сдавала я на 5 по баяну. Заправляем. Много не надо масла. Некоторые кладут еще майонез, но я... Правильно. Мне не нравится с майонезом. Мне больше нравится вот так вот, с маслом. Спасибо. Хорошо разложить салатик, и сверху мы покроем кедровыми орешками. Да, даже наличие кедровых орешков в салате, оно, конечно, придаст, мне кажется, очень такой И пикантности, вкус. и неповторимости, да. Приступаем к приготовлению второго блюда. Я сначала хотела делать... Как называется ваше основное блюдо, Михаил? Ведь тоже Называется тоже музыкально аккорд. Вот, то есть аккорд – это созвучие несколько звуков, и тут несколько ингредиентов, не один. Куриная грудка. Куриная грудка. Так, и состав. как гарнир будут баклажаны и болгарский перец. И еще сыр на крупной терке. Это посыпать будем вот грудку. Добавляем 2 яйца, разбиваем, взбиваем вилочкой и обмакиваем баклажаны в этой смеси. Вот интересно, как баклажаны в яичной смеси. Да. Очень интересное решение тоже. Взбиваем яйца. Сковорода у нас уже нагрелась. Обмакиваем баклажаны и кладем на сковороду. Ну и теперь основной процесс приготовления основного блюда. Так, главный процесс, значит, вот я выкладываю вот сюда вот баклажаны обжаренные. Работаете в колледже, вы приобрели, конечно, очень много друзей, у вас много учеников, у учеников родителей и так далее. Но вас еще знают как одного из активнейших участников, посетителей, так скажем, поэтического клуба «Родник». Так? Не столько поэтический, там и музыкальный, там... изначально был как поэтический, по-моему, «Родник», по-моему, да. так начало было. И проза там освещается, и изобразительное искусство. Блюдо. Я тоже благодарна «Роднику» тем, что... Я тоже благодарна «Роднику» тем, что они не... Куриная грудка слегка обжаривается. Много жарить не надо, она потом духовке дойдет. Бывают, приглашают
Ну и я тоже как могу участвую. Вот тоже и песни поем. Отправляем торжественно. Ну, с Богом. Все. Для творожной запеканки мне нужен будет вот творог, яйца. И, значит, в этих яйцах взбить сахар. 2 ложки. Вот сначала взбивается. 2 столовые ложки сахара взбивается. Нарезаем кубиками и кладем творожную массу. Выкладываем всю эту массу. Да, так вот. Такую красоту подняли. И тоже отправляем в духовку. Ну что, Любовь Михайловна, мы управились с вашим заданием. И у нас уже время 6 часов. Уже на подходе гости. Самое главное, мы это все сделали. А сейчас наступило время встречать наших долгожданных гостей. Рад встрече. Я тоже. О, спасибо. Можешь здесь, как тебе удобно. Здравствуйте. Здравствуй, моя дорогая. Ты ко мне первый раз пришла. Я очень рада, что пришла. Ой, какая прелесть, как мне нравится. Ой, замечательно. Ну, я У меня как старалась. раз такой не было. Старалась, чтобы понравилось. Вы прям с Высоковки, что ли, Ой, не Высоковки. Семеновки. Семеновка. Я с Семеновки на такси ехал. Да, молодец. Привет. Знакомьтесь, гостя. С этим молодым человеком мы уже знакомы. А вот с этой красавицей нет. Как нет? Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомьтесь с этой красавицей. И как ее звать? Кто ее представит? Меня зовут Неля. Неля, ой, какое Просто имя интересное. Я Виталий. Поэтичная. Очень приятно. Правда, я немножко постарше, ну, я чуть-чуть. не стесняюсь. Конечно, в этой квартире я впервые. Да, музыкальная. Самое аналогично. Да, музыкальная хозяйка. А сейчас участники проекта приступили к обсуждению меню. Пекинская капуста. Но я скажу, что это уже радует. Люблю вообще этот продукт. Такую свежесть придает. О, авокадо следом идет. То же самое. То есть салат, он сам по себе уже сочный такой. Питательный салат, я думаю, очень понравится мне. Так, второе посмотрим. Второе. Аккорд. Он созвучно соответствует музыке. Ингредиенты. Ну, попробуем. Кофе глясе. Ингредиенты. Кофе в зернах, мороженое, пломбир. Конечно, интересный салат экспромт. Ингредиенты интересные, конечно. Пекинская капуста. Это хорошая вещь, мне очень нравится. Авокадо. Я, конечно, им редко им пользуюсь, но приятная вещь. Гранат, масло оливковое и лимон. Вообще-то все хорошее. Второе. Значит, у нас идет аккорд. Куриная грудка, баклажаны, болгарский перец, твердый сыр, так, 2 яйца, кунжут и немного майонеза. Но это хорошо, когда немного майонеза, это, конечно, майонеза много употреблять, это очень вредно. Десерт, блюз. Название хорошее и все полезные ингредиенты. Салат экспромт. Ингредиенты. Пекинская капуста. Ага, это листовая капуста, авокадо. Гранат. Масло оливковое и лимон. Так, авокадо. Сладкое, гранат. Кисло-сладкий. И лимон кислый. То есть это салат острый. Такая острота будет небольшая. Ну что, попробуем, узнаем. Это, видимо, запеченная. А может, полита майонезом? Посмотрим. Я бы, конечно, запек с майонезом это все дело. Куриная грудка, баклажаны. Тем более баклажаны в сыром виде я никогда не ел. Не знаю здесь, в каком виде они будут. Ну, болгарский перец, твердый сыр. Наверное, запеченный все-таки будет. Так, десерт. Блюз. Ингредиенты. Творог, персики, 2 яйца, 2 столовые ложки манки, мука, 2 столовые ложки сахара, сливочное масло. Творог тоже, видимо, запеченный.
Итак, салат экспромт в студию. О, какая красота. Ну и как вам, дорогие гости, золотого ужина, Любовь Михайловна? Очень удобно. Свежий салат. Я нигде не вычитала, ни в книжках, нигде. Это я сама задумала. Дорогие гости, Ох ты! аккорд. Ох ты! Аккорд. Снова аплодисменты. Ура! Молодец! Это основное блюдо аккорд. Итак, приступаем. Дегустируем. Дегустируем и оцениваем. Какой октаве? Как там мини был, как там мини был сказан, баклажаны, Баклажан, вот он. куриная грудка. А вы знаете, баклажаны, секрет какой, Любовь Михайловна, она их обжаривает в яичной смеси. Что правильно здесь сделано было, именно мясо овощами. Да. Вот люди почему-то готовят так макароны, картофель, пюре. Ну вообще мясо никогда не едят с макаронами. Знаток мяса едят считается, только да. с овощами. Спасибо, моя дорогая. Это правильно. Музыка нас связала, тайной нашей стала, всем уговором держу я в ответ. Нас не разлучат, нет, музыка нас связала, тайной нашей стала, всем уговором держу я в ответ. Нас не разлучат, нет. На любовь свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечно живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешения, а иначе зачем на земле ты вечно живу? Сидел кузнечик, В основном на нервах сидел кузнечик, совсем как огуречик, зелененький он был. Представьте себе, совсем как огуречик, представьте себе, зелененький он был. Ча-ча-ча. Развлечения продолжаются. Я предлагаю, поскольку калории все-таки были это самое, получили калории, теперь надо чуть-чуть их потратить. Браво! Ладно. Я буду такой, как ты не хотел. Сделаю с другими, что ты не сумел. Я пою последние линии между нами. Под вашу рубашку. Классно. Дарю. Кофе глиссе, да. С мороженым. Да, значит, кофе с мороженым. Это у нас сейчас будет десерт для Да, наших гостей. да, и десерты. И еще будет запеканка, которая называется... С персиками. Да, запеканка с персиками называется блюз. Это закипело? Да, закипела, пенка пошла. Все, разливаем. Запеканка готова. Достаем. Такая нарядная. Нарядная. Обалденно Летняя. вкусная. Не знаю. Итак, мы несем наш десерт. Десерт. Кому какую чашку с мороженым? У кого Выбирайте. любимый Кому какой цвет? Десерт аппетитный. Я любой возьму. Вот, берите. Пам-пам-пам. Кофе глассе Кофе. готовое. Пожалуйста. Запеканка легкая. Девчонки, А запеканка сейчас запеканка кислинкой, да. Сейчас она дома. такая нежная. Запеканку я с удовольствием Попробуйте. А теперь наши участники выставляют баллы по меню, которое нам составила участница под номером 1.
Я считаю, мой званый ужин удался. Я старалась, волновалась, готовилась. Вот. И мне кажется, и гости были очень позитивные, такие все хорошо настроенные, все пришли с подарками, веселые были, жизнерадостные, что меня очень обрадовало. Все принимали участие, все пели, танцевали. Я считаю, что вот относительно Нелечки, мне кажется, она меня вот все ей понравилось. И мне кажется, она мне 100 баллов поставит. Салат был очень такой приятненький, изумительно, какая-то изюминка в ней есть. Ну, что пекинская капуста как-то вроде бы там не чувствовалась почему-то. Второе блюдо тоже. Курица была мягкая, конечно, баклажаны сделаны правильно, с чесночком. Болгарский перец прям чувствовался. А на десерт, конечно, блюз это было изумительное блюдо, конечно. Здесь самая изюминка, здесь были ягодки. Персик, который давал такую сам свой вкус, такой кислиночкой. 70 баллов. Виталий Осипович, может быть, 90 баллов поставит, потому что я ему подала мороженое, а он мороженое не захотел. Все было очень вкусно, но мне не понравился салат. То есть сам салат хорошо сделанный, но авокадо, мне кажется, лишнее было. Поэтому я к этому отнесся не очень положительно. Гранат там очень хорошо был. Второе было замечательное, вкусно, все. Потом десерт великолепный был. Я поставлю вот такую оценку. Денис, мне кажется, он вообще очень такой вот позитивный человек. Мне кажется, он 100 баллов мне поставил. Время покажет. В общем, подводя итоги, скажу следующее. Прием мне очень понравился. Блюда были очень хорошие, вкусные, освежающие. Атмосфера тоже была теплая, дружеская такая. Но, тем не менее, 100 баллов я не ставлю. Потому что, если поставить 100 баллов, то это уже предел. Расти некуда. Я ставлю 90, чтобы было куда расти и интерес не пропадал. Дорогие канажцы, вот и стартовал наш званый ужин, проект под номером 4. И сегодня наши гости были в гостях у обворожительной, очень гостеприимной хозяйки, участницы под номером 1 Лапиной Любовь Михайловны. Как она встретила гостей, как она их угощала, как она их развлекала, вы все это увидели. И какие баллы они выставили за ее званый ужин, вы тоже все это увидели. Надеюсь, следующий участник примет активнейшее участие и наверняка постарается в чем-то перещеголять. А вам, дорогие канажцы, я желаю приятного просмотра, болейте за своих участников и принимайте активное участие в наших проектах. А пока мы прощаемся с вами. И я говорю вам всем до скорой встречи. До свидания.